Повертаємося у студію програми «Саба». Мене звати Єлизавета Цереградська, і наступні 20 хвилин ми будемо говорити про тему Криму. Це, зокрема, вчорашні повідомлення про те, що окупанти продовжили термін арешту, термін тримання під вартою фігурантів справи Хізбут Тахрір до 27 травня 2018 року. Це відома Ялтинська шістка, Муслім Алієв, Емір Усейн Куку, Вадим Сірук, Енвер Бекіров, Ріфат Алімов та Арсен Джепаров. Говорити ми будемо сьогодні на тему переслідування кримських татар, на тему переслідування мусульман. І ми запросили у студію нашого гостя, журналіста Тагира Мінібаєва, аби для кращого порозуміння я переходжу на російську мову. Доброе утро. Доброе утро. Мы очень рады вас приветствовать. Давайте начнем, наверное, с какой-то общей темы для того, чтобы понимать зрителю Украины, почему, собственно, в Украине организация Хизбут Тахрир не является террористической и запрещенной, но в России она запрещена. Очень хороший вопрос вы задали. Начну я с мольбы к Всевышнему Аллаху. Аузу билляхи мин шайтани раджим, бисмилляхи рахмани рахим, альхамдулиллахи раббил алямин, вассаляту вассаляму аля расулина Мухаммадин, ва алихи васхабихи аджмаин. Суммамабад. Если говорить, отвечать на ваш вопрос, я бы хотел немножко отойти от этого вопроса и сказать, часто встречаются мне на пути люди, которые обвиняют или, наоборот, восхваляют партию Хизбут Тахрир. Но вот вы на данный момент сделали шаг к тому, чтобы, возможно, от первоисточника узнать именно мнение Хизбут Тахрир по данному вопросу. И очень много обвинений в адрес Хизбут Тахрир есть, вплоть до того, что, например, самое ужасное, что я слышал, что якобы партия Хизбут Тахрир дозволяет, прям смешно и обидно в какой-то момент, дозволяет жениться сыновьям на своих матерей. Представляете? То есть, и когда тет-а-тет встречаешься с человеком и говоришь, что это абсурд, это неправда, и он говорит, а я слышал, я читал, я где-то там встречался с кем-то, я всем говорю, и вам сейчас в том числе, что чтобы узнать о Хизбут Тахрир, чтобы узнать о деятельности Хизбут Тахрир, и вот даже на тот вопрос, который вы задали, самый лучший вариант — это узнать от первоисточника, а именно, даже не я являюсь этим первоисточником. Во всех странах у нас есть информационные представители. В Украине это Недимов Фазыл Амзаев, Фазыл Недимович, который является информационным представителем Хизбут Тахрир в Украине. Поэтому я могу что-то неточно ответить, могу какое-то слово неправильное применить в термине, и, скажем, появится, возможно, какая-то смута в обществе и скажет, а вот Хизб говорит в книгах или там в программе вот так, а Тагир, которые члены этой организации. Я думаю, что нам скорее интересна общая характеристика, почему все-таки это происходит, почему в России настолько разные отношения. Все-таки там утверждают, что это террористы, а в Украине так не считают. Почему? Почему не считают в Украине их террористами? Потому что это правда, поэтому не считают, что они Почему террористы. Тогда у России есть основания утверждать, что они террористы? Потому что они лжецы. Не знаю, если как коротко, так. Если хотите, чтобы я развернул, почему так происходит. Например, яркий пример, наверное, этому служит. Я сейчас только зашел к вам вниз и увидел на экране Собчак, Ксению Собчак, беседу. Я вчера буквально посмотрел Ксению Собчак с Соловьевым, как у них такая острая, жесткая была дискуссия. И даже не знаю, как это спором назвать. Наверное, спор даже больше, потому что друг друга перебивая, они вели такую дискуссию. Я просто хочу заметить, что Соловьев – это волк в журналистике, в российской журналистике, это на мой взгляд. А Ксения Собчак, возможно, у нее там в прошлом, молодая девушка, в прошлом какие-то были, не знаю, моменты, где часто Соловьев напоминал в этом эфире, но подчеркнуть хотелось бы следующее, что
Когда она говорила правду, а Соловьев лгал, это было очевидно. Я думаю, мне было прямо очевидно, потому что у истины есть такое свойство. Да? Аллах Субхану Та'аля в Коране говорит, когда приходит истина, ложь исчезает, поистине ложь исчезающая. То есть свойство у лжи такая, что когда истина соприкасается с ней, она рано или поздно уйдет. Я все-таки возвращаю вас к вопросу, потому что, ну, если Россия утверждает, что это все-таки террористы, у них должны быть какие-то доказательства, правильно? То, что они там, не знаю, пытались организовать теракт. Хороший вопрос. Не знаю, пытаются всячески сподвигнуть людей организовать теракт, правильно? Разумею, да. То есть занимаются ли они этим на самом деле? Да. Ну, я вам просто примером одним приведу, который непосредственно в нашей семье произошел. Не помню, по-моему, в 2013 году завели уголовное дело на мою супругу, тогда еще по 282 статье, обвинили ее в участии Хизбут Тахрир. В то время до 3 лет, по-моему, нам грозило лишением свободы максимум. Это был четвертый или пятый обыск в нашей квартире. И когда завели это уголовное дело, и в ходе, хочу подчеркнуть, что она была беременна на 8-м месяце, то есть террористка беременная на 8-м месяце. Когда у нас были судебные процессы, там уже маленький ребенок родился, на суде одна скрытая свидетельница, которая должна была участвовать, не приходила. То есть ее вызывают, она не приходит. В итоге, когда она пришла, она сказала, меня заставляли против вас свидетельствовать. Я не хочу быть скрытой свидетельницей. Меня шантажировали братом, что брата посадят по каким-то возможным преступлениям, которые он совершал. Но в конечном итоге вот эта ложь в ее лице раскрылась. Ну, кстати, брат пропал после того, когда она правду рассказала. Хорошо, что вы начали об этой теме, на тему обысков, вообще судебных заседаний, потому что я бы хотела вас спросить вот о чем. Есть Башкирия в России, есть некая такая личность Виктор Палагин. Он ранее занимался тем, что зачищал Башкирию от террористов, собственно, и сейчас он является, оккупанты его назначили главой ФСБ в Крыму, собственно, и он продолжил свое светлое дело уже в Крыму. Хочется понять, как вы считаете, что вы знаете об этом, есть ли у вас информация? Вот те методы, которые используются в России, и те методы, которые используются в Крыму по преследованию крымских татар, мусульман крымских татар, они как-то отличаются? Нет, это была обточенная работа нами, то есть в Башкортостане мы претерпевали таких параламовых ренатов, которые у вас, вот, наверное, знаете об этом случае. У нас этих параламов десятки, и не только угрозы были изнасилования, а были реальные изнасилования, и не только, скажем, электрическим током пытали, как его, а детородный орган отрезали. Ну, и вот такая, скажем, пока... Ну, есть разница, да, разница в том, что пристальное внимание мировых правозащитных организаций и СМИ к крымскому фактору, возможно, не дает им вот прям так развернуться, как это было в наших регионах. Возможно, я не знаю причин, я не знаю, что у них в головах, но факт в том, что они являются преступники, для меня это прям понятие утвержденное в голове. А как долго Палагин занимался тем, что зачищал Башкирию? С 2008, если не ошибаюсь, по 2013 год. Но я скажу более, я когда приехал в Украину, я сделал репортаж, сделал такую работу, видео, и даже тяжело мне было кому-то ее из наших коллег просунуть, чтобы где-то осветили. Ну, благо, Крым Реалии, Радио Свободы взяли эту и осветили. То есть видео, я там почти 18 минут рассказываю о работе Палагина, о работе его в Башкирии, о работе его... Ну, там много о чем, просто сейчас долго говорить, неохота об этом. Я почему задаю вопрос о разнице между преследованиями, обысками в Башкирии и в Крыму, потому что на самом деле какая у нас есть информация, вот мы постоянно следим за этими обысками, к сожалению, мы вынуждены это все мониторить и ориентироваться, и мы понимаем, что заходят с обысками в дома крымских татар, находят там, грубо говоря,
Коран, несколько книг, и все. Это считается, что ты уже распространяешь экстремистскую литературу, и ты проходишь как экстремист. Соответственно, тебя забирают, у тебя уже есть основания тебя забрать, в случае, если у тебя нашли такую литературу. Ну, если вы меня хотите, вопрос мне задаете как немножко хотя бы знающего в уголовном праве, как это происходит, то лучше этот вопрос адресовать правозащитнику. Вот Энвер Кадыров плотно занимается, скажем, изучением. Есть Эмиль Курбединов, есть Эдем. Я думаю, они более четко ответят, почему именно так происходит и законно ли это вообще. Ну, на мой взгляд, это незаконно. Как вы считаете, вот эта вот некая политика демонизации ислама в мире, она вообще присутствует и кому это выгодно? Вы про исламофобию говорите? Да. Ну, смотрите, 14 веков было исламское государство. В 1924 году оно было разрушено. И какие схемы только не реализовывали те страны, которые боролись против этого государства. То есть все прекрасно понимают, и политики, и ученые, если у них нет искренности внутри, то они начинают бороться с этим. Соответственно, ибо я, например, на сегодняшний день вижу, что мусульмане встают с колена, начали размышлять, почему вот так все плохо у них везде, причем везде. Да, я не говорю про себя, я говорю вот про во всем мире. А почему плохо все? Ну, потому что нас давят. Ну, я даже как-то думал, что это вот это провоцирование нас, да, ну, некоторых радикализует, да, они там едут в Сирию, еще куда-то, но есть такие люди, которых побуждает размышлять. Побуждает думать, как выйти из этого положения и почему мы оказались в таком положении. И когда люди начинают размышлять, а мои единоверцы размышляют об этом, они естественно придут к тому, что оказывается вот причины там в этом. И, как убрать эти причины и реализовать, то есть они думают дальше, как это все сделать. Ну, можно сказать, я поэтому и в Хизбут Тахрир. Скажите, вот все-таки, имея опыт, ну вот мы наблюдали, да, за действиями Палагина в Башкирии, то, что сейчас он действует в Крыму, ваши прогнозы, вот ваше мнение, что вы думаете, чего можно ожидать там по прошествию, там, не знаю, еще какого-то времени? Ну, я не знаю, да, я не настолько аналитик, возможно, да, насколько мне хотелось бы быть, чтобы мои предположения были ближе к правдивости. Но я могу сказать, что я уже об этом озвучил, свойства истины, да, и лжи. Если мы будем говорить правду, и будем говорить правду громко, и везде, и всегда, и как можно четче, не преувеличивая, да, а именно так, как оно есть, то соприкосновение с ложной информацией, да, ложной информации будет уходить. Ну, просто в истории я не вижу, что тирания когда-либо долго продержалась. Ну, вы просто, может, я просто не совсем образованный человек, может, я не знаю, вы скажете, какая тирания за всю историю человечества продержалась так долго? Да, как, не знаю, там, столетия, там, тиран сидел. Да нет, всегда находились потом умы, которые размышляли, и в итоге режим менялся. Ну, это так в истории я вижу. И я думаю, это свойство такое, когда давит на человека кто-то, начинает этот человек размышлять. То есть думать, когда ему плохо, он начинает думать. Не когда хорошо, когда плохо ему. Говоря о тирании, она проникает ведь во все сферы, скажем так. То есть это религия, это язык. И, может быть, сначала, ну, не знаю, так слегка, лишь только по верхам, не поддерживать язык, а вскоре вообще его запрещать, делать необязательным, как в Татарстане, например. Вот по этому поводу я как раз, когда сейчас в поезде с Одессы ехал к вам на эфир, я размышлял, думал, если вдруг такой вопрос появится, как вам ответить? Вот появилась сейчас такая группа инициативная по поводу языка, где она международная, даже эта группа, потому что некоторые находятся там в России, некоторые в Украине, некоторые в Европе. И они думают, что нужно сейчас такой конкурс сделать, да, конкурс языков.
и в соцсетях запустить такой проект, как конкурс языков с подарками там за первые места. И языка не только татарского, потому что многие малые народы пострадали от вот этого закона о запрете языка. И эта инициативная группа сейчас прорабатывает, каким образом, наилучшим образом осветить вот этот конкурс. Ну, раз нам в школе запрещают, я так понял, да, раз нам в школе запрещают об этом говорить, учиться, да, на родном языке, ну, значит, мы будем обучаться в соцсетях. Ну, что ж, такова реальность. Ну, вы считаете, что это эффективно? Ну, хотя бы так. А это все зависит от каждого из нас. Насколько мы убедим, насколько я вас убежу, чтобы вы написали сочинение на украинском, допустим, языке. Ведь украинский язык тоже запрещают. И в России миллион украинцев. Миллион украинцев, по-моему, по статистике, если не ошибаюсь, запретили библиотеку в Москве украинскую. Директор этой библиотеки, уголовное дело на него завели. То есть не только наши, скажем, малые народы запрещают, еще и в России запрещен, по-моему, ну, скажем, негласно запрещен украинский язык. Я вас поняла. Ну, у нас остается буквально вот пару минут до конца эфира. Я, в принципе, задала уже вопросы, которые меня интересовали по поводу ваших прогнозов в развитии ситуации в Крыму. Если возможно, я не знаю, что нужно делать хорошо, вот, учитывая вот ситуацию, которая сложилась, на ваш взгляд, какие методы борьбы нужно предпринимать? Я еще раз повторю, когда приходит истина, Аллах Субхану Тааля в Священном Коране говорит, когда приходит истина, ложь исчезает. А способы, каким образом эту истину донести, у нас много. Есть вот эфир, есть газеты, есть просто личностное общение с людьми, и этого достаточно. Если нет у кого-то возможности попасть в эфир, написать статью, втыкнуть ее в газету какую-то, то он может просто с людьми разговаривать об этом, и это так происходит всегда. И, кстати, вы сказали о регламенте. Я бы хотел некоторые мысли, с вашего позволения, озвучить, если я на все ваши вопросы мне получилось ответить. Вот мы буквально недавно с Анваром Деркачем и другими мусульманами презентовали такую ассоциацию. Инициативная группа была, и презентовали ассоциацию мусульман-беженцев. То есть у мусульман-беженцев везде проблемы на сегодняшний день. А почему мы мигрируем? Либо нам сидеть придется, либо мы мигрируем. Это практически во всем мире происходит с практикующими мусульманами, идейными людьми. И зачастую у нас, мы ищем эту Эфиопию, согласно нашей религии, где мы можем найти справедливость, эту территорию, где нас защитят. Ну, а зачастую мы ее, бывает, не находим. И вот вы сказали, что Российская Федерация нас считает, служба безопасности нас считает там террористами, экстремистами, там еще какие-то клеймо на нас навешали. Но самое для нас странное, почему же ДМС в Украине тоже как бы не совсем, по-моему, разбирается в наших проблемах, а нам приходится в судах потом. И вот одно из сообщений, которое вчера получил, просто я фамилию, имя, отчество не знаю, кто адресовал это, да, но сказали, что в Украине там 6 детей у него, что-то так тяжелое положение. Ну, если вдруг кто-то заинтересуется, я покажу это обращение. А также в Турции. В Турции вчера буквально даже у моего одного из любимых братьев мусульман, Абу Умара Сысытлинского, я пост увидел, висит, что в Турции очень печальное положение в депортационной тюрьме. Я могу сейчас прочитать, но я думаю, эфиру нам не хватит. Я вас поняла. Ну, я думаю, что, в принципе, ваши сообщения будут услышаны, если что, и бороться. Это отдельная тема, на самом деле, о том, как Украина помогает беженцам, в том числе, и как поддерживает людей, тех же крымских татар, которые терпят вот эти ущемления. Спасибо вам большое за ваше мнение. Спасибо, что вы пригласили. Журналист Тагир Минибаев был с нами в эфире. Мы сейчас прервемся на пару минут, после чего будут новости в эфире телеканала АТР, и мы вернемся в студию программы «Саба».